С 2017 года сбор и учет страховых взносов перешел из ведения Пенсионного фонда в Федеральную налоговую службу России. Новый порядок администрирования принес немало изменений, но главное, что фиксированный платеж в новом году для индивидуальных предпринимателей практически не изменился. Небольшое увеличение суммы вызвано не другим порядком расчета, а выросшим минимальным размером оплаты труда. Взносы индивидуальные предприниматели в фиксированном размере уплачивали на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, которые считаются, как и прежде, исходя из минимального размера оплаты труда. На 1 января 2017 года он составляет 7500 рублей. Таким образом, исходя из ставок 26% на пенсионное страхование и ставки 5,1% на медицинское страхование, сумма страховых взносов составляет на обязательное пенсионное страхование 23 400 рублей, на обязательное медицинское страхование 4590 рублей. В общей сложности каждый индивидуальный предприниматель в 2017 году должен уплатить 27 990 рублей. Если же доход ИП превысил 300 тысяч рублей, то дополнительные пенсионные взносы, как и раньше, составят 1% от суммы превышения. Сроки уплаты в налоговую службу действуют те же самые, что и в прошлом году. Не позднее 31 декабря 2017 года по фиксированным платежам и не позднее 1 апреля 2018 по дополнительному взносу. При этом важное изменение. В связи с передачей страховых взносов в ведение налоговиков перечислять средства необходимо по новым кодам бюджетной классификации. Если индивидуальный предприниматель работает один, то сдавать расчет по страховым взносам он не должен. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.